ни разу никакого ответа мы не получили. Пошли и в типографию избивать Мажита Гафури. То есть инвесторы элементарно не могут получить здание на реставрацию. Мы с вами в квартале, где проживал Зия Камали. Это ректор и основатель Медресе Галия. Имам Хатиб II и третий соборных мечетей Уфы. В этом доме по Гафури 89 в 17-23 годах проживал первый народный поэт Республики Башкортостан Мажит Гафури. История с Мажитом Гафури была такова, что так как Мажит Гафури написал стихотворение «Видно, нет тебя, Аллах», и первое чтение, прочтение, первое выступление с этим стихотворением произошло именно в стенах Медресе Галия, когда Шакир несколько раз его вывозили на бис. В этом стихотворении Мажит Гафури как раз говорит, что «Видно, нет тебя, Аллах», раз население живет в таких плохих условиях, что у нас голод, разруха, что у нас богачи еще больше обогащаются, а юарлыкше, бедняки еще больше обедняются, да? И из-за этого на следующий день целая толпа возмущенных, более богатых прихожан, скажем так, пошли и в типографию избивать Мажита Гафури. Мажита Гафури там работники типографии отбили гранками типографскими, но, к сожалению, в этот день население, эти люди разъяренные, подожгли его дом, где до этого он проживал с семьей, с детьми. Слава богу, няня смогла детей вывести из огня, но вся рукопись Мажита Гафури, все его записные книжки, все старинные коллекции книг, все это сгорело в огне. И тогда Зия Камали, ректор и основатель Медресе Галия, выделил 1/3 своего здания как раз для Мажита Гафури. И вот мы с вами видим здание, оно жилое, здесь 4 квартиры были после экспроприации, скажем так, да, в годы советской власти. И вот заколоченные окна, вот здесь, с этой стороны, как раз в этом месте проживал сам Мажит Гафури. А вот в той части проживал Зия Камали. Именно проживая в этом доме, Мажит Гафури получил звание первого народного поэта Республики Башкортостан. До этого улица называлась улица Никольской. А в 1923 году, как раз в апреле 23-го, Мажиту Гафури присвоили звание первого народного поэта республики, предоставили дом, подарили на улице Гоголя, 28, ныне мемориальный дом-музей Мажита Гафури с писателями и поэтами Татарстана. Здесь мы сделали дуа коллективное за сохранение и возрождение дома Зия Камали. Конечно, мы мечтали в свое время либо сделать как мемориальный дом, музей, да, потому что первоисточники, в том числе рукопись Зия Камали, она сохранилась у меня в семье. Вход на дом Зия Камали. Пойдемте. Как раз таки состоял из 3 квартир. В одной квартире жили престарелые родственники Зия Камали, а во второй и третьей квартирах проживали Шакир де Медресе Галия. Ну и не только Шакир, да также преподаватели, которые приезжали преподавать к нам со всей России. Я была внутри, дом полностью был построен из лиственницы, полы из лиственницы, прям шикарные толстые доски. То есть обвалилась только маленькая часть перегородки. С момента, как экспроприировали здание, да, у Зия Камали, этот дом претерпел столько хозяев за свою жизнь. В каждой комнатке столько народу там проживало. Мы с вами находимся на улице Мустая Карима. И перед нами с вами 4-я соборная мечеть, или по-другому Хакимовская. Построенная и названная в честь татарского купца Абдулатифа Хакимова. В свое время купец Абдулатиф Хакимов знаменит тем, что он был одним из меценатов, благодаря которому была построена Медресе Галия. Это первое высшее учебное заведение Республики Башкортостан, ну и Поволжья. И был соратником, сторонником Зия Камали. Позже, после того, как он несколько то ли поссорился, то ли его не понравилась организация учебного процесса в Медресе Галия, он решил построить свою мечеть, как раз таки 4-ю соборную, и медресе при 4-й соборной мечети. Сам купец Абдулатиф Хакимов жил здесь, вот
Квартал от квадрата называется, в центре Уфы. Дом у него до сих пор сохранилась дворовая мечеть. Вот в этом доме он жил. Видите, с вами зеленый? Ага. С минаретом. Именно в доме внутри он сделал домовую мечеть. Сам он молился здесь, а все остальные прихожане молились у нас в 4-й соборной мечети. Дальше мы с вами пройдем на улицу Чернышевского, где знакомимся с домом, сохранившимся домом, также купца Ахтямова, тоже меценат, тоже помогал строить и содержать медресе Галия. Два дома у него сохранились. К сожалению, десятилетия не можем добиться передачи инвесторам. Инвесторы имеются неоднократно, просили выставить дома на торги. По данным фонда ЖКХ, до сих пор якобы по одной квартире в каждом доме у нас якобы не расселено. Ну, естественно, это если копать правовую основу, как это вот пустующие дома вновь обрели собственника по одной квартире, то есть там можно много чего накопать. Я вот и в этом году, и в прошлом неоднократно обращалась, кстати, в органы охраны памятника с жалобой о том, что как бы пытаются выбить вот эти вот красиво ажурные вкладки на цвет. Нет, черные как бы копатели. Видите, они что делают? Оно Они пытались выкорчить это? Да, мы 2 раза добивались, что обратно его забивали. Это вот оригинальное, сохранившееся еще от купца Ахтямова. Когда 3 года назад наши должностные лица, так называемые чиновники, неоднократно заявляли на наши вопросы, почему у нас исторический центр в руинах, что якобы отсутствуют инвесторы, тогда мы, арт-защитники, объединившись, кликнули клич, провели серию субботников и подобрали настоящих меценатов-инвесторов, готовых вложить сотни миллионов рублей в реставрацию исторических объектов культурного наследия в центре Уфы. На каждое здание было сразу по несколько претендентов. В том числе я вот как член Совета по правам человека при главе республики собирала о них данные и официально передавала в администрацию главы республики. Однако, насколько мне известно, ни с одним инвестором потенциально ни глава республики, ни его администрации не встречались. Это дом князя, татарского князя крещеного Кугушева. В прошлом году я нашла его потомков, проживающих за рубежом. Знаменитый дворянский род, но дом не на госохране. А почему? Ну, потому что просто его не поставить на госохрану. Считают, что этот дом подлежит как бы сносу, что как раз у нас улица Октябрьской революции с старинными купеческими домами уничтожается. Ну, то есть они их расселили, да, всю улицу, там 70 с лишним объектов культурного наследия, 43 расселили. И просто на данный момент они стали обиталищем бездомных. Мы проводили пикеты одиночные в этом году, в июне. Находили меценатов, готовых за свой счет установить в каждые 50 метров по видеокамере с подключением каждого памятника к вневедомственной охране, да? Однако согласование администрации Уфы не дает. Мы стоим на улице Чернышевского, дом 49. Это дом Степановой Зориной. На данный момент сохранилось только 2 здания. Вот не отреставрированные, полуразрушенные, соседние. Они 2 дома. Практически были идентичны. Только то здание у нас отреставрировано, там находится орган госохраны, это научно-производственный центр по охране недвижимых объектов культурного наследия. А вот это вот здание за последние 4 года поменяло 3 арендаторов, которые официально брали здание на торгах, да, под реставрацию. Но все они были частично аффилированы, либо там как-то застройщиками, насколько мне известно. И благодаря этому они только забирают на торгах и через месяц подают заявление о воспарении итогов торгов. Длятся судебные прения, торги потом признаются недействительными, договора расторгаются, здание опять становится бесхозным. И так вот десятилетия
стоит в таком полуразрушенном состоянии. Те меценаты, инвесторы, которые реально готовы отреставрировать, к сожалению, их во время аукциона просто их цену перебивает. Ни один меценат не возьмет здание по цене, которая превышает реальную, реальность капиталовложения. Вот в этом доме номер 55 по улице Земцова в свое время проживал Матвей Любавский. Это ректор Московского государственного университета имени Ломоносова. Это председатель или там президент Академии наук России. Его Сталин репрессировал и отправил ссылку к нам в Уфу. Матвей Любавский, приехав в Уфу, начал изучать историю Башкортостана, историю освоения. В итоге Институт языка и литературы, в том числе он один из организаторов. Похоронен у нас в Уфе, на Сергиевском кладбище. То есть очень-очень прям видный ученый. К сожалению, дом не на госохране, мало об этом кто знает, хотя я пишу, конечно, в соцсетях. Дом когда-то принадлежал купцу Борзенкову. В дальнейшем остался дом его вдове Борзенковой. Так как Борзенков, он был картежником и пьяницей, он проиграл полностью особняк, оставив свою жену с детьми полностью, грубо говоря, на улице, без средств к существованию. И тогда к ним пришел на помощь Гусман Лукманов, купец первой гильдии. Он тесть как раз-таки Мажита Гафури, являясь отцом жены Мажита Гафури. Гусман Лукманов забрал этот дом, оплатил все долги, выделил целое крыло вдове Борзенковой с ее детьми и воспитывал и ее детей, и своих, как родных. То есть Борзенковы жили именно здесь до 1919 года. Хранились фотографии Гусмана Лукманова в этом интерьере. Сохранились фотографии совместные уже с подросшими дочерьми.